В эфире «Бизнес-пульс», и сегодня мы говорим о государственных закупках и закупках именно в квази-госсекторе. А эту тему нам поможет раскрыть Нурлан Шарипов, заместитель генерального директора «Самрук Казына Контракт». Нурлан Аскенович, здравствуйте, рада видеть. Давайте для начала, чтобы наш зритель понял, а что это, собственно, за механизм такой госзакупки в Самрук Казына, квази-госкомпания? Наверное, начну с того, что в целом система государственного заказа, то есть это когда государство, если мы говорим о госзакупках, да, закупает товары, работы, услуги у потенциальных поставщиков. Стоит отметить, что в рамках, если госзакупок действует у нас закон о государственных закупках, и все они, закупки, госзаказ проходят в рамках них, то есть полностью, то если мы говорим о других регулируемых закупках, к которым относится, допустим, фонд «Самрук Казына», то в фонде действует другой закон, это закон об отдельных субъектах квазигосударственного сектора, и в рамках него утверждены порядок осуществления закупок фонда «Самрук Казына» и его дочерних компаний. Что это такое? То есть у фонда и его компаний полностью свой порядок, свои регламенты, свои меры поддержки отечественных производителей, свои процессы, свой веб-портал закупок. Возьмем более простыми словами, к примеру, фонд «Самрук Казына», в состав которого входят такие крупные компании, которые у всех на слуху, это КТЖ, это Казмунайгаз, это Казахгаз, и со своими дочерними компаниями. К примеру, данные компании закупают, пускай будет там Казмунайгаз закупает там услуги по прокладке трубопровода, да, исполняет это все определенный бизнес. Исполняют, да, безусловно. Это именно те квалифицированные, можно сказать, поставщики, да, которые обладают соответствующими трудовыми ресурсами, материальными ресурсами, то есть у которых есть определенная база, определенный опыт, то есть участвуют в закупках, побеждают и выполняют данный заказ. И вот теперь подходим к самому тонкому и интересному. Вот этот самый бизнес, который пристроен рядом с такими крупными компаниями, это свой бизнес? Или это просто конкурентоспособные компании, которые на сегодняшний день могут друг с другом бороться за право работать с вами? Да, такие есть. То есть это получается у нас в среднем, наверное, на каждую закупку это более 5 потенциальных компаний, которые там обладают соответствующей, опять же, квалификацией и опытом. То есть они между собой, безусловно, конкурируют. Все это проходит открыто и прозрачно. То есть в фонде действует веб-портал закупок, где полностью, то есть он полностью автоматизирован. Это начиная от публикации планов закупок на предстоящий период, в том числе долгосрочный, и заканчивая исполнением договорных обязательств, то есть полностью все акты, все счет-фактуры, отчет о доле внутриценовой ценности, то есть все это подгружается туда, и любой потенциальный участник закупок, даже любое, можно сказать, физ- и юрлицо может открыть портал, посмотреть, какой план, посмотреть само объявление, то есть какая закупка публикуется, что, собственно, компания хочет закупить, какая там техническая спецификация, то есть что нужно выполнить, протокола итогов, допустим, кто подать, по порядку подать соответствующую заявку, посмотреть протокол итогов, если есть какие-то моменты, обжаловать данный протокол итогов и в конце исполнить договор. Но хотите сказать, что все прозрачно у вас проходит? Все полностью, да. Сколько компаний сейчас в закупках участвуют? Это более, если мы смотрим веб-портал закупок фонда, то у нас зарегистрированных более 120 пользователей. Это поставщиков. Компаний. Это наши компании, в том числе есть и иностранные компании зарегистрированные, но основная часть, безусловно, там 99% это все же наши отечественные поставщики. Основной главный критерий в госзакупках – это, как правило, низкая цена. А у вас здесь что отличается? Тоже, да, есть, то есть механизм от низкой цены все равно он также и не ушел, да, это во всех регулируемых закупках, но в то же время у нас есть такие механизмы, которых нет, допустим, в других закупках, это предварительный квалификационный отбор. То есть эта компания заранее проходит соответствующую квалификацию, то есть он подтверждает наличие опыта, он подтверждает наличие тех ресурсов, что данная компания работает, не является банкротом, то есть очень много соответствующих квалификаций он проходит, мы его включаем в данный реестр,
он признается квалифицированным поставщиком, и среди них проводится уже соответствующий тендер. И там, как правило, цена не сильно падает, то есть не такая, чтобы она прям там, как зачастую бывает, там некоторые компании специально демпингуют, прям снижают до минимальной, то есть там уже те поставщики, которые уже понимают, сколько это стоит, и завтра какие последствия будут за неисполнение данных договорных обязательств. То есть уже, к примеру, если в рамках работы и услуг они не исполнят свои обязательства, то их включаем на 2 года в перечень ненадежных поставщиков. Соответственно, рисковать своим бизнесом, да, своей компанией, оставлять там людей без работы, то есть у них большие риски, и они уже говорят, все, извините, цена будет такая там. Ну, вот эти предварительные процедуры, они сильно мешают компаниям заходить именно в закупки? Я Или это уже думаю, такой стандартный поставленный на рельсы процесс, который по силам одолеть? да, безусловно, здесь уже, то есть данный реестр, если мы говорим о квалифицированных поставщиков, он постоянно формируется, постоянно подают заявки соответствующие. То есть это, по сути, те минимальные требования, чтобы в рамках выполнения работ компания должна ими обладать. То есть, не может компания, которая только, я не знаю, вышла, к примеру, на рынок, то есть создалась, скажем так, месяц назад, уже сразу говорить, все, я буду там заниматься строительством, к примеру, скажем так. И здесь момент такой, элементарно там в это здание, будет опасно даже заходить. Как компания не обладает безусловно. опытом, да, здесь такие риски есть, поэтому мы стараемся эти риски, соответственно, убирать. Я просто спросил к чему? К тому, что действительно я наработал опыт, у меня есть определенный штат, получил какие-то знания, может быть, даже какие-то зарубежные квалификации. И хочу попасть вот в этот список, условно говоря, избранных, чтобы работать с нашими квазигоскомпаниями, тем более нефтяными компаниями. Сложно мне будет сделать? Нет. Или вот, допустим, тот же самый национальный оператор, о котором вы сказали, будет по привычке работать с кем-то, кто у него давно уже с ним там. Нет. У нас, опять же, повторюсь, это все проходит в электронном формате, то есть в открытом доступе вся информация есть. Опять же, он подает заявку через веб-портал, он видит, у кого эта заявка, какие даже элементарно там, замечания, да, то есть заявка дорабатывается, там вы не приложили такой документ, пожалуйста, приложите. После чего комиссионно к данному поставщику проходит верификационный аудит. Пожалуйста, вот ты сказал, что у тебя работает 20 человек. Пожалуйста, подтверди, что у тебя работает 20 человек. То есть у тебя есть техника такая-то, такая-то. Пожалуйста, подтверди, что вот где эта техника, покажи мне, я сделаю фотографии и приложу туда. А за порталом кто стоит? За порталом, то есть полностью сопровождение веб-портала осуществляется нашей компанией «Самру Казноконтакт». В смысле, это живые люди, которые проверяют персонал, технику и так далее? Здесь по проверке это уже аудиторы. То есть, да, это живые люди, но это не так, что один аудитор взял и поехал. Нет, мы для этого привлекаем в первую очередь самого заказчика непосредственно. В состав комиссии входят и представители Национальной палаты Атамикен. Здесь они уже дают своих экспертов из числа ассоциаций отраслевых, то есть это у нас, опять же, открыто. Если какие-то есть замечания и в случае там каких-либо, не знаю, моментов, нюансов, где, наоборот, там, чтобы не случилось, то есть со стороны человек пришел, также в комиссии ходит, смотрит и дает свои замечания. Доля отечественного содержания. Удалось нам что-то поменять за последние годы? Стало ли больше именно национальных представителей, работающих с нашими крупными гигантами? Да, безусловно. Поддержка отечественных производителей – это одна из основных стратегических задач именно фонда. То есть мы уделяем этому вопросу очень много времени, то есть очень много совещаний непосредственно самих отечественных производителей, что еще мы можем сделать, к примеру, для вас, да, если простыми словами. Вкратце расскажу, то есть на сегодняшний день в фонде действует порядка 16 мер поддержки отечественных производителей. Перечислю самые основные. Это первоочередный приоритет закупа только у них. То есть, если ты являешься отечественным производителем, то есть закупки будут проводиться только среди таких же, как и ты. Если ты один в Казахстане находишься, то все, по итогам ты один вышел, с тобой заключили договор. То есть вплоть до такого, что мы предпочтительно отдаем заказы только отечественным производителям. Даже если иностранный производитель будет дешевле? Даже если иностранный будет дешевле, потому что он просто будет не допущен к данной закупке. То есть мы на портале, доступ для остальных, скажем, дистрибьюторов полностью закрыт.
То есть мы говорим, первая закупка идет только среди отечественных производителей. Если она вдруг не состоялась, то есть никто не вышел, тогда, да, иди на общее основание, могут участвовать там уже там поставщики с иностранной продукцией. Помимо этого, у него обязательный аванс не менее 30%. У него срок оплаты не 30 дней, а 5 дней. У него срок поставки не 15 дней, а более 60 дней. И он освобожден от всех видов обеспечений. То есть, как вы знаете, если, допустим, я взял аванс в размере 30%, я должен буду поставить вместо него банковскую гарантию или денежный взнос, там, гарантийный денежный взнос в банке показать. Здесь он полностью от этого освобождается. Обеспечение исполнения договора, что он выполнит эти обязанности, также 3%, он тоже полностью от этого освобождается. То есть мы освободили его от всех вот таких финансовых вопросов, чтобы, пожалуйста, мы ведем свой реестр товаропроизводителей фонда. Если ты туда включен, все, вот эти преференции ты полностью можешь ими пользоваться. И мы прям постоянно, допустим, выезжая даже куда-то, мы сами проводим конференции совместно с акиматами, опять же, с Национальной палатой, и собираем именно бизнес и говорим, пожалуйста, вот есть такие-то, такие-то преференции, участвуй, заходи к нам. Ну, выглядит, во всяком случае, все это очень привлекательно и аппетитно. Я знаю, что с компаниями самый частый сектор, который работает, это строители. И представитель строительной индустрии, ассоциации, нам сейчас расскажет об своем опыте участия. Давайте послушаем. Мы, как ассоциация в сфере строительства, постоянно сталкиваемся, постоянно работаем с госзакупками, понимаем, как работает этот механизм, и в целом видим те тенденции развития госзакупок, которые сейчас продвигаются. В целом каждый бизнесмен должен понимать, что если у него проекты только в одной сфере, и он не расширяет свое видение, условно, если он работает только на частном заказе, не уходя в госзакупки, то он проиграл. Если он работает только в госзакупках и не смотрит на остальной рынок, то он аналогично проиграл. Соответственно, необходимо смотреть на все направления, необходимо работать и с госзакупками, и с частными заказами, чтобы у тебя была максимальная финансовая устойчивость, чтобы ты в случае, если нет госзаказов, там какое-то время смог на частном рынке работать, чтобы тебе каждый раз не приходилось распускать свой персонал. Ну, скорее такой интересный практический кейс, да, как бизнесу выживать сегодня, не ориентируясь исключительно на тендеры. В государственных закупках очень частая практика судебных разбирательств по разным причинам. Очень много компаний признаются потом недобросовестными. Ну, вы прекрасно все это сами знаете. В закупках квазигоссектора судебная практика насколько частое явление? Да, то есть здесь, наверное, больше схожести, наверное, во всех регулируемых закупках, что да, безусловно, есть недобросовестные поставщики, да, которые берут заказы, потом их и не исполняют, по разного рода причинам. Есть в фонде соответствующие, да, подразделения, соответствующий департамент, который занимается данными вопросами. То есть, опять же, рассматривается жалоба в случае, если там доводы подтвердились, соответствующее уведомление заказчику, чтобы он все исправил, вплоть до того, чтобы он откатил все заново и заново объявил данную закупку. То есть, и также и поставщики, которые не согласны с решением, опять же, контроля по данному вопросу, также подают в суд. У них есть возможность на любом этапе обратиться в судебные органы, обжаловать данное решение. То есть, я имею в виду, насколько у вас чаще или реже все это происходит? С каждым годом появляется все больше и больше компаний. То есть экономика растет, соответственно, отечественных производителей больше становится, поставщиков работы услуг больше становится, и всегда будет кто-то, кто не согласен с решениями. То есть все проигравшие в любом случае. Да. Такая То есть практика. Это нормальная практика? Это нормальная практика, здесь ничего такого нету. Для удобства у нас на веб-портале, то есть реализован соответствующий функционал, это подача жалобы онлайн. То есть он также может просто там не заходить никуда, не писать, подал, открыл, конкретно указал, какая закупка, указал, полностью написал жалобу. Она сразу поступает, получается, в данное подразделение, которое рассматривает и принимает решение там. А на результат тендера это как-то может повлиять? Да, безусловно. Если здесь вот контроль, сотрудники контроля нашли соответствующие, где-то вина
заказчика, что он неправильно там где-то что-то там проглядел, где-то просмотрел. Безусловно, полностью данная закупка подлежит отмене. Местное содержание в закупках растет, количество компаний, как вы сами сказали, увеличивается. А что это за компании? Это ведь молодые, только-только созревшие, или это определенные регионы, может быть, подключаются? Может быть, сельские территории уже каким-то образом пытают свою продукцию? То есть насколько вот эта вовлеченность именно растет с точки зрения... Вовлеченность наших отечественных производителей, безусловно, она не так, что, допустим, какие-то определенные города взять, да, по всему Казахстану, это, безусловно, допустим, наши компании находятся, и, преимущество, да, Казмунайгаз, это запад Казахстана, допустим, да, нефтянка вся там Казатомпром, уранодобывающий, да, на юг Казахстана тоже там, то есть вокруг них создаются, да, непосредственно кластеры, такие компании. Здесь, как сказать, и молодые компании, которые только начинают осваивать выпуск своей продукции, и те же самые крупные компании, которые увеличивают локализацию, долю локализации. То есть почему местное содержание, сейчас уже принято говорить, доля внутренней ценности, почему он растет. Если раньше он, там, скажем так, делал несколько технологических операций, допустим, к примеру, возьмем, да, данный стол, к примеру. Если раньше он, начнем с самого простого, да, он просто собирал, он закупал эти, как сказать, составные компоненты, да, где-то, может быть, даже за рубежом, у нас он в цеху, работники пилили, собирали, то сейчас он уже думает, почему бы там железо, сырье я не возьму какой-нибудь другой компании, сам буду варить. Краску я возьму, допустим, у нашей там алматинской компании по краскам, тоже она отечественная, буду чисто ей красить, не буду использовать импортную. То есть и вот так вот именно наращивается доля внутренней ценности, то есть за счет этого. И чем больше она и выше будет, тем больше у него будет шансов заработать, в том числе через... Да. Соответственно, в закупках, да, когда он подает, он включается, он говорит, извините, я уже довольно-таки компания уже, допустим, с именем, у меня доля локализации довольно-таки высокая, я при этом не отказываюсь, я и дальше буду ее повышать. То есть, безусловно, данные компании, находится в приоритете. Но это вот к вопросу о мотивации и один из механизмов, я полагаю. Какие еще есть? Давайте самый основной, наверное, механизм – это у нас программа импортозамещения. Данная программа на сегодняшний день действует только в фонде Самрұқ-Қазына. Она была запущена с 2018 года. В чем заключается ее смысл? Не секрет, да, что не весь охват продукции мы производим в Казахстане. Соответственно, наши компании вынуждены закупать импортную продукцию, в том числе через дистрибьюторов или за рубежом. И мы говорим так, то есть мы сформировали пул чистого импорта. Мы говорим, вот на ежегодной основе такие-то компании в таком-то объеме, то есть потребность на 5 лет составляет, пускай будет 500 миллионов тенге каждый год, да, по 100 миллионов, закупает такую-то продукцию. Опять же, к примеру, стол, да. Мы говорим, пожалуйста, если ты освоишь эту продукцию, у тебя будет время для освоения, мы с тобой заключим долгосрочный оффтейк-контракт. То есть, что это значит? Мы тебе даем время на производство, на освоение данного производства. Он, причем, производитель сам говорит, допустим, мне нужно полгода, чтобы освоить это производство. Мы с ним уже сейчас заключаем оффтейк-контракт, у него он на руках. То есть у него уже есть гарантия, что если завтра я это освою, у меня это купят на протяжении 5-летнего периода. То есть пока у него, к примеру, ничего нету. Или там он действующее предприятие, он хочет модернизовать свое производство, допустим, поставить линейку еще выпуск другой продукции, другой модели. Трансформаторы, к примеру, взять. Да? Он наладил производство определенных видов трансформаторов, начали закупать, допустим, параллельно еще другие трансформаторы. Он говорит, у меня люди есть, у меня база есть, мне нужно докупить какую-то технологию. Если я ее куплю, вы дадите мне оффтейк-контракт? Мы говорим, да, конечно, мы тебе дадим оффтейк-контракт, ты ее закупай, налаживай производство, у тебя ее через определенный период, как только ты наладишь, наши дочерние компании начнут у тебя это закупать. Это все закрепляется определенными договорами? Это все закрепляется, да, безусловно. Не просто пустыми словами, мы тебе дадим? Нет, он подает к нам заявку в первую очередь. Он в заявке данные указывает. В рамках данного проекта я хочу освоить выпуск трансформаторов.
такой-то, такой-то модели. Ну да, но главное, что вы все это скрепляете, подписываете, печать Да. ставите, руки жмете, и потом это все. Вы Безусловно. сейчас сказали это на основе конкретных вот кейсов конкретного бизнеса, правильно я понимаю? Ну, по трансформаторам конкретный кейс, да. По столам я образно просто изначально Ну, я начал. в целом имею в виду, что да, это да. не инструмент, но уже работающий, так сказать. Нет, с 2018 года у нас вот на сегодняшний день заключено там порядка 1000 уже офтейк-контрактов. Подобных офтейк-контрактов на общую сумму где-то порядка 400 миллиардов тенге. То есть это порядка 90 различных проектов. Опять же, повторюсь, это трансформаторы, это взять, к примеру, там манжеты, которых там раньше не производили. У нас был кейс по радиостанциям, даже такие элементарные, вроде небольшие, вроде мелочь, но тем не менее у нас в Казахстане до этого времени добились, чтобы теперь они производятся. Интересно. Ну, строители, вот Виктор Микрюков, еще есть что у него сказать по нашей сегодняшней теме. Предлагаю послушать. Если говорить о том, для кого госзакупки. Госзакупки для компаний финансово устойчивых, для компаний, которые уже нашли свой путь, для компаний, которые набрали достаточный опыт и могут уже своей квалификацией доказать и показать, что они могут выполнять эти работы безопасно для государства, без потери денег и с хорошим качеством. Госзакупки – это не полигон для испытаний. Об этом говорили министерства, об этом говорили высшие чины, и по сути мы с этим согласны. То есть заходить и набивать руку, учиться на госзакупках – это достаточно ошибочная вещь, потому что зачастую госзакупки наказывают очень сильно, очень больно. Соответственно, необходимо учиться в рамках субподряда, необходимо учиться на небольших частных проектах, набивать руку, формировать финансовую устойчивость, и только после этого уже идти в госзакупки, выигрывать тендера и реализовывать их. Под занавес есть что добавить? Да, наверное, я скажу, если мы затронули тему самую важную, поддержки отечественных производителей, то вот здесь вот про наказание просто прозвучало. Здесь хотелось бы отметить, что мы даем преференции, которые я перечислил, нашим отечественным производителям. Как мы боремся с теми, скажем так, которые лжепроизводители? У нас, помимо того, что мы включаем на 2 года в перечень надежных поставщиков, у нас еще есть 20% штрафа от суммы договора. То есть мы решили в том числе наказывать рублем, скажем так. Потому что да. И в конце, наверное, озвучу по доле внутриценовой ценности. В прошлом году показатель внутриценовой ценности по группе компаний фонда составил 82,5%. На этот год цель у нас 83%, но вызов при этом у нас 89%. То есть на ежегодной основе первым руководителем наших портфельных компаний ставится KPI по достижению соответствующих показателей. Остается тогда ждать. Я не буду говорить верить, но скажу ждать, когда эти KPI будут реально выполнены, потому что от этого будет расти наш отечественный бизнес. Спасибо вам большое.